Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. Коллектив Абхазского телевидения понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни наш коллега, наш товарищ и наставник Даурин Апшба. Скоропостижная смерть Даура Гантовича болью отозвалась в наших сердцах. Даурин Апшба в списке первых сотрудников ВГТРК. Он пришел на телевидение совсем юным журналистом. В годы Отечественной войны народа Абхазии Даур Гантович был военкором. Готовил материалы с передовой, работал на Восточном фронте, непосредственно в зоне боевых действий. Ин Апшба награжден медалями за отвагу, за освобождение Кудора, орденом Ахицапша третьей степени. В последние годы Даур Ин Апшба был редактором информационной программы Амшукшара. Его высокий профессионализм, отзывчивость и доброта сыскали авторитет и уважение среди коллег. Его любили и молодые сотрудники, для которых он был примером и всегда мог поддержать мудрым словом и советом. Коллектив Абхазского телевидения приносит свои соболезнования семье Даура Гантовича и скорбит вместе с его родными и близкими. Светлая память о Дауре Ин Апшба всегда будет жить в наших сердцах. يخالص خنيفشك سخطيت وسشت قصنا وزر يلو خوي زنات وسازع وزر الجورناليستيكا السعودي أجدونا بزموي هاش جوسورة دناوا يربنزا على كزنات كوزي بزيو دوسو يوم دن خيوم درجلا يوم تقحوي كتsa يوم وسط يوم تشخ يوم يقحون وسورة تصوزرو سري سشي سنقلا لك سبحون وسورة سعود. Соболезнования родным и близким по случаю смерти тележурналиста, заслуженного журналиста Республики Абхазия Даура Ин Апшба выразил спикер парламента Лаша Ашуба. Имя Даура Ин Апшба хорошо известно в нашей стране. В его работах отражены многие страницы жизни республики. На протяжении многих лет Даур Ин Апшба освещал работу Народного собрания. Профессионализм, ответственность, объективность и непредвзятость были характерными чертами творчества Даура Гантовича. Люди, которые знали его и работали с ним, всегда будут с теплотой его вспоминать, говорится в соболезновании. Руководство и коллектив Абхазского государственного университета выражают соболезнования родным и близким по случаю скоропостижной кончины Даура Ин Апшба. Даур Ин Апшба был эталоном чести, доброты, являлся примером поддержания для молодых журналистов. Безвременный уход из жизни Даура Гантовича – большая утрата, говорится в соболезновании сотрудников АГО. В связи с кончиной Даура Ин Апшба создана Государственная комиссия по организации похорон. Комиссию возглавляет председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. ЦИК Абхазии определил бесплатное эфирное время для кандидатов в президенты Абхазии на Абхазском государственном телевидении. Также в Центризбиркоме утвердили форматы роликов и видеосюжетов претендентов на пост главы государства. Подробности узнавала наша съемочная группа. Репортаж Уго Цевардания. 10 роликов продолжительностью до 3 минут на абхазском и русском языках 12, 13 и 14 февраля могут представить кандидаты в президенты в рамках бесплатного эфирного времени на площадке Абхазского государственного телевидения. Что касается телебесед, также будет по полчаса у каждого кандидата в президенты. В паре они могут дать интервью вместе с вице-президентом, с кандидатом в вице-президенты. Вот. Это также будет бесплатная телебеседа.
Теледебаты с претендентами на пост главы государства на ГТРК будут проходить с 3 по 7 февраля. Пресс-конференция всех кандидатов в президенты с представителями СМИ состоится 31 января. На ней могут присутствовать и задавать вопросы журналисты, аккредитованные в Центр избиркоме республики. 8 февраля впервые пройдут теледебаты кандидатов в вице-президенты страны. Дебаты кандидатов на пост главы государства состоятся 11 февраля. На государственном языке мы предложили абхазскому телевидению для всех кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты, чтобы они ввели передачу на абхазском языке и на русском. Но чтобы не было перекосов в одну сторону, мы 50 на 50 предложили время, чтобы это было озвучено и этот формат, чтобы выдерживался. Потому что те кандидаты, которые сдали экзамен на владение государственным языком, у нас была лингвистическая комиссия, которая оценила их уровень владения языка. Но я думаю, что самые главные судьи это будут у нас избиратели, которые также будут иметь возможность посмотреть уровень владения и программы, которые будут представлены. Первым 3 февраля в формате телебеседы выступит кандидат в президенты Роберт Аршба, 4 февраля – Адгур Хурхумал, 5 числа – Бадра Гумба, 7 – Адгур Ардзенба. Согласно жеребьевке, первым 26 января покажут в эфире АГТРК телефильм о кандидате в президенте Адгуре Хурхумал, 27-го – Олеге Барцыц, 28-го – Адгуре Ардзенба, 29 января – Роберте Аршба, 30-го – Бадре Гумба. Гугуца Вардания, Амра Зарандия, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году, сообщает «Спутник Абхазии» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета. Рост по сравнению с 2023 годом 16,5% или 8,1 миллиарда. При этом товарооборот с Россией в прошлом году был 41,1 миллиарда рублей, а в позапрошлом году 35,2 миллиарда. Импорт в общем объеме товарооборота составляет 48,1 миллиарда, а экспорт 8,1 миллиарда рублей. Абхазия в 2024 году ввезла из России товаров на сумму 33,9 миллиарда рублей, а экспортировала на 7,2 миллиарда. Цена на проезд городских маршрутных такси может повыситься на 10 рублей и составить 40 рублей за проезд. Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба встретился с директором автотранспортного предприятия «Сухума» и водителями маршрутных такси. В ходе встречи было принято решение о прекращении бойкота водителей маршрутных такси, что позволит восстановить стабильное транспортное обслуживание для населения. После анализа экономической целесообразности повышения цен на проезд Министерство энергетики и транспорта подготовит проект о внесении изменений в постановление Кабинета министров для дальнейшего рассмотрения возможного повышения цены на проезд по внутригородским маршрутам. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 21 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +5-10 градусов. Температура морской воды +10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.